Арта, компас, арыентаванне на мясцовасці і выдатная фізічная форма. Усё, што патрэбна для гэтага віду спорта. Яму ўсе ўзросты пакорныя. На старт выйшлі ўдзельнікі ад 6 до 60 гадоў. Усяго ў спаборніцтвах прынялі ўдзел каля 200 арыенціроўшчыкаў. Этот вид спорта сейчас достаточно популярен в силу того, что, наверное, вообще активные формы туризма, как спортивное ориентирование, как одна из форм туризма, сейчас, в общем-то, на пике популярности. Сейчас, последние лет 5 уже, популярность ориентирования растет, и есть хорошие тренеры в области, и старты таких не так много, может быть, в районе такого уровня, где есть электронная отметка. На старте спортсмен атрымлівае карту мясцовасці з абазначанымі контрольнымі кропкамі, дзе і знаходзяцца пікеты. Самы час освяжить веды топографии. Сейчас проходит дистанция разным возрастным группам. Допустим, если группы помладше, то проходится просто различным способом, без разницы, какой пикет сначала брать, то есть как удобно ребенку бегать. Если уже человек постарше, да, то, соответственно, дистанция проходит по так называемой заданке. Розніца паміж новичком і прафесіяналам відавочная, але кожны змагаецца за дадатковы бал, і надвор'е не перашкода. Ездим и на все первенства Брестской области, на Кубки Республики Беларусь, те, которые проводятся у нас в Брестской области, и в Минске, и в Гродно. Поэтому это здорово, замечательно, что организуется, проводится такое соревнование. Па выніках 6 тураў будуць вызначаны пераможцы ва ўсіх узроставых катэгорыях, а ў канцы сакавіка пройдуць міжнародныя спаборніцтвы па спартыўным арыентаванні «Брестская пролеска-2018». Татьяна Игнатовец, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».